Транспортная карта «Алга» получила новый дополнительный функционал. Теперь ею пользоваться можно виртуально. Купить или пополнить баланс карты можно с помощью приложения. Обсудим подробно прямо сейчас. Сегодня с нами Олег Николаев, заместитель генерального директора акционерного общества «Башкирский регистр социальных карт». Олег Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вы уже протестировали виртуальную карту «Алга» транспортную. Что увидели, да, и какие возможности дает для пользователей? Давайте остановимся на том, что мы не только протестировали, мы запустили ее в промышленную эксплуатацию буквально, скажем так, транспортное приложение «Алга» на платформе Google, на андроидах, да, оно работает у нас уже 3-й месяц, а вот на платформе Apple она у нас действительно появилась 2 недели назад, но уже не в тестовом варианте, а в промышленной эксплуатации. Но самое главное, что произошло за эти 3 месяца, то есть произошли существенные изменения в функционале этого мобильного приложения. Если раньше в мобильном приложении можно было отслеживать поездки, остатки на карте, соответственно, транспортной, связаться с нашим контакт-центром, то сейчас функционал существенно расширился, и вот то, что вы уже сказали, появилась так называемая виртуальная карта «Алга». В чем ее виртуальность? Виртуальность карты «Алга» — это наша, такое, скажем так, ноу-хау. Действительно, этого нету нигде пока в России. Связано это, опять же, если не вдаваться в технические подробности, как мы ее реализовали, суть для пользователя она заключается в том, что сейчас из карты «Алга» можно не только смотреть остатки, а и расплачиваться с помощью мобильного телефона в транспорте. Нормальным, как мы говорим, путем через нормальное приложение это сделать невозможно, потому что есть ограничения международных платежных систем в части Apple, в части Google по размещению не банковских карт, а транспортная карта не является банковской картой приложения, если говорить про Apple, приложение Wallet, то есть тех приложений, которые позволяют платить с телефона. Это ограничение мы не можем обойти в силу того, что это ограничение международных платежных систем. И никто их не может обойти. Но тем не менее мы нашли решение, когда мы путем неких дополнительных операций можем обозначить для нашей информационной системы, то есть нашей транспортной республиканской системы, что ваш телефон с вашей конкретной банковской картой с определенного периода активации этой карты становится вот той самой виртуальной картой «Алга». На самом деле мы по сути привязываем банковскую карту, которую вы привычным образом оплачиваете с телефона, к нашему транспортному решению. То есть, соответственно, вот вы в начале передачи сказали, что теперь можно пополнить виртуальную карту. Это не так. То есть пополнять виртуальную карту нельзя, потому что ее и не надо пополнять. Карта «Алга» виртуально привязана к банковской карте, и, соответственно, та процедура, когда вы с банковского счета условно пополняете транспортную карту «Алгу», и после нее начинаете ездить, то есть вот эта операция, она просто исключена. То есть это упрощает жизнь нашим жителям. То есть многие жители до этого чуть ли не ежедневно пополняли, соответственно, транспортную карту. Она у них периодически попадала в стоп-лист, потому что деньги там кончались. Было много проблем. Вот сейчас вы оплачиваете телефоном, оплачиваете с банковской карты, но по тарифу «Алги». То есть самое главное надо подчеркнуть. То есть вот такая технология, то, что видит пользователь. Подробнее по техническим вопросам, наверное, углубляться не будем, как я уже сказал. То есть суть такова. То есть вы имеете банковскую карту, вы привычным образом используете свой телефон, опять же, Apple или, соответственно, Android для оплаты платежей, так как вы это делаете в постоянном магазине, при этом оплата в транспорте происходит по тарифу «Алги». То есть никаких при этом. Если раньше по банковской карте тоже можно было платить, но вы и не видели историю поездок в приложении, то теперь, используя виртуальную карту «Алгу», то есть вы все поездки свои также по карте по виртуальной видите, то есть фактически по банковской карте. Но еще раз повторяю, тариф там будет применяться именно карта «Алги». На сегодня это ваш автотранспорт на 6 рублей дешевле. Это существенно экономит расходы наших жителей. С каждой поездки 6 рублей? Поездки, да. Мы знаем, что с июля 2019 года владельцами транспортной карты «Алга» были порядка 500 000 человек, но после того, как еще подключили школьников, то эта цифра достигла 1 000 000. Ожидаете ли вы прироста дальнейшего? Смотрите, у нас транспортная карта на сегодня уже превысила 528 тысяч, это вот та классическая транспортная карта. Если говорить про виртуальную карту, то у нас за один день прирост был 100 человек. То есть, это буквально мы вторую неделю, как начали работать, люди еще знакомятся, жители нашей республики с этим проектом.
Поэтому у вас и здесь в студии мы тоже хотим об этом рассказать. То есть вот за счет таких как бы услуг новых это все будет развиваться. Вы совершенно верно сказали, что сейчас уже более миллиона карт. Это не только карты школьника, там, на которых есть транспортное приложение, также социальная карта Башкортостана, наш старый проект, на котором тоже сейчас реализован социальный проездной билет на нашем решении АЛГА и, соответственно, проезд по транспортной карте АЛГА. То есть там 3 в одном. То есть можно по банку заплатить, можно социальный проездной билет. Это вот те самые 600 рублей и, соответственно, проехать по карте, соответственно, транспортной АЛГА. То есть система сама определяет, где есть деньги, оттуда списывает. Олег Николаевич, вы уже сказали, что с каждой поездки 6 рублей может экономить пользователей карты АЛГА. Как долго будет сохраняться вот этот тариф, да, и, может быть, еще какие-то преимущества есть? Ну, тариф зависит от, ну, в народе он называется некий там счастливый час, на самом деле это акция, то есть, и, конечно, у акции это должен быть, наверное, когда-то конец. То есть, ну, мы как бы сторонники того, чтобы люди пользовались картой, ну и правительство республики, глава республики, пока разговоров об отмене этого счастливого часа нету. Но мы предлагать можем другие варианты, даже если не будет счастливого часа когда-то со временем. У нас есть предложения на рынке, которые наверняка понравятся нашим жителям. И там тариф будет, мы предполагаем, даже дешевле, чем с учетом того, что можно по счастливому часу, условно говоря, 3 пересадки сделать. Это так называемые проездные билеты. То есть мы прорабатываем сейчас вместе с Министерством транспорта, Башавтотрансом, в первую очередь там, с нашим основным перевозчиком, те самые проездные билеты, которые, ну, примеров их на самом деле много, это и Москва, и тройка, так называемая, когда будет проездной билет на 1 месяц, на 2, там, на 3 месяца, ну, это определит, опять же, Минтранс, перевозчик. Суть, опять же, мы говорим, что если мы будем использовать мобильное приложение наше, то есть там предполагаем, мы так реализуем. Я пока не утвержден как бы техническое задание до конца, я могу только свои предположения строить и как бы советы, как говорится, давать. То есть мы предполагаем, что там пользователь будет выбирать срок поездки, то есть на месяц, на 2, и автоматически к нему будет перечитываться тариф. Суть этого проездного билета то, что вы авансируете перевозчика на поездки, то есть вы сразу платите, ну, условно, не покупаете каждый раз одну поездку, а покупаете, например, на месяц, она стоит там, может, те же там и менее 30 рублей, ну, то есть это тариф опять разрабатывает перевозчика, но перевозчик при этом получает денежные средства сразу. То есть вы его авансируете, а перевозчик за это вам предоставляет более льготный тариф. Такие схемы, но, на мой взгляд, они более правильные. Они, то есть на сегодня в те деньги, которые пополнение системы приходят, они находятся в банковской практической организации, никак не попадает перевозчик, то есть попадает только после осуществления поездки. Ну, в случае проездных это будет наоборот. То есть деньги будут авансировать перевозчику, это будет им лучше. Как думаете, когда стоит ожидать запуска проекта? По проездным билетам, ну, мы это готовы прямо сегодня, но все зависит от того, как быстро отработает перевозчик, как он нам согласует тарифы. Мы с ними достаточно давно уже ведем переговоры, так уж скажем. То есть нам нужен перевозчик, который готов был, соответственно, к неким проездным билетам у себя применить. Олег Николаевич, когда республика запускает такие проекты, о чем это говорит о состоянии цифровизации в регионе? Ну, скажем так, цифровизация в части карточных проектов всегда была в регионе высока. Но это связано с тем, что у нас исторически получилось так, что был собственный банк в республике, банк Башкирбанк в свое время, Уралсиб, и в недрах него как раз и рождались все карточные продукты. И это вот то наследство, которое, та база, платформа, на которой можно строить уникальные проекты, чего сейчас и происходит в Башкирском регистре, но с помощью, опять же, инициативы правительства и главы республики. Олег Николаевич, я знаю, что у вас действует телефон горячей линии 8 800 347 11 11. Вот какую информацию по виртуальной транспортной карте АЛГА там можно получить? Ну, пока как раз по этому телефону у нас написаны соответствующие скрипты для операторов и всю подробную информацию, как воспользоваться картой АЛГА, как ее загрузить в различных мобильных приложениях, вы там можете получить. Сейчас вот коротко могу сказать, что если вы заходите в любое из приложений, то есть либо это телефоны на базе Android, либо на базе, соответственно, iOS, и набираете в строке поиска при закачивании приложения, как вы всегда обычно делаете, если делаете, вы закачиваете приложение АЛГА, то есть в поисковой строке набираете либо АЛГА, либо транспортная карта АЛГА,
либо карта Алка, то есть вы попадете, то есть самое основное, что отличает наше приложение от всех других, они сразу видны, это на синем фоне герб нашей республики и крупными золотыми буквами Алга. Сразу видите, не пропустите, закачивайте, дальше есть подсказки, и все будет понятно. Спасибо большое, Олег Николаевич. Это была программа «Интервью». Сегодня нашим гостем был Олег Романов, заместитель генерального директора акционерного общества «Башкирский регистр социальных карт». И мы говорили о возможностях, которые дает виртуальная транспортная карта Алга. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.